ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Инак ин барномаамон аз хабари хуше оғоз меёбад ки истиқлоли душанбе чемпиони феърии тоҷикистон бо яке аз шинохтатарин футболбози тоҷикистонӣ ҳамчунин мураббии тоҷикистонӣ Игор Черевченко шартномаи худро ба имзо расонид ва Игор Черевченко якҷоя бо Юрий Батуренко дар ин ҷода бо Истиқлол як сол ҳамкорӣ мекунанд. Игор Черевченко фарзанди бозигари маъруфи Помири Душанбе Геннадий Черевченко аст, ки 21 августи соли 1974 дар Тоҷикистон ба дунё омадааст. ӯ ҳам мисли падараш дар хатти муҳофизат бозӣ карда соли 1992 ба ҳайати дастаи Помири Душанбе пайваст ва то соли 1994 дар ҳайати он ҳунарнамоӣ кард. ҳарчанд омори он бозиҳо вуҷуд надоранд, аммо ҳунари ӯро мо дар бозиҳои дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки 8 маротиба ба майдон омадааст ва солҳои 1993-94ро дар бар мегирад аз ёд набаровардаем. баъди кӯч бастан ба Россия дар лигаи дуюм дар ҳайати Индустрия Обнинск ҳунарнамоӣ карда зери назари мураббиёни дастаҳои маъруфи Русия қарор гирифт ва ба лигаи олӣ даъват шуд. Черевченко аз соли 1996 то соли 2001 дар ҳайати Локомотиви Москав, баъдан дар Торпедои Москав ва Аланияи Владикавказ бозӣ кард. ӯ дар ҳайати Локомотив 4 бор ҷоми Россияро болои сар бардошту ҷоизаҳои дигарро низ сазовор шуд. футболбозон аксаран баъди анҷоми фаъолияти худ ба мураббигӣ рӯ меоранд ва Игор ҳам аз соли 2008 ба ҳайси мураббӣ дар клуби Локомотив кор кард. соли 2014 як муддат иҷрокунандаи вазифаи сармураббии ин даста ҳам буд. Игор моҳи апрели соли 2015 дубора иҷрокунандаи вазифаи сармураббии Локомотив гардида ҷоми Россияро ба даст овард. ҷаҳони футбол аз таъиншавию ба истеъфоравиҳо саропо пур аст. Игор Черевченкоро ҳам ҳамин комёбиву нокомиҳо ҳамроҳ буданд. соли 2015 боз ба истеъфо рафту феврали соли дигар дастаи Балтикии Калининградро машқ дод. сипас моҳи январи соли 2018 сармураббии дастаи Арсенали Тула таъин гардид. охирин ҷои кори ин мутахассиси 48 сола клуби футболи Химки Россия мебошад. аз моҳи феврали соли 2022 бекор аст. пешниҳодҳо аз клубҳои зиёд ҷой доштанд, аммо Игор Истиқлоли Душанберо интихоб кард. Во-первых, это моя родина, где я научили, где мне играть в футбол, откуда я вышел в большой футбол. Я в Душанбе в 2000 году, в 2022 году 4 раза приезжал сюда, прилетал и был на игре сборной Таджикистана, сборной России. Были предложения, да, и другие, но это все-таки как бы должен отдать долг своей родине. Мне было очень интересно поработать. Это как бы все равно, как бы не говорили, это новый вызов. Это в моей карьере, плюс международные. Уже как бы игры будут. И после встречи с Максимом Муслимовичем в Москве мы решили о сотрудничестве. Какую задачу вам поставили в Лиге чемпионов Азии с Истиқлолом? Задача, это у любой команды есть задача, выйти из группы. Это сначала такая задача, а там уже дальше будет зависеть от результата. В Душанбе я не был 27 лет. Приехав сюда, удивился, город изменился в лучшую сторону. Очень сильно изменился, и я, честно, удивлен. Не просто там как-то так, даже вот говорю, это нереально другие изменения, совершенно. Я того города, с которого уезжал, я уже практически не увидел. Это совершенно другой город, и думаю, для людей здесь больше делается уже. Я не знаю, но с другой стороны, какая-то ностальгия по тому городу, из которого я уезжал, да, существует. Как вы рассматриваете класс, потенциал клуба Истиқлол?
Что знаете об Истиклале? Об Истиклале знаю, что 11-кратный чемпион страны. Вот. Проблема, знаю, что после этого сезона ушли легионеры. Ушли некоторые футболисты, которые играли в Истиклале, то бишь местные футболисты. Поэтому правильно сказал Максим Муслимов, что много будет работы на сборах и просматривать своих футболистов. Вот, как бы и получается, что не совсем, но с большой долей вероятности придется собирать новый коллектив. То есть будете замещать этих легионеров? Ну да, это уже к руководству. А учитывая ваш авторитет в России, можно ожидать, что в Истиклале появится российский? Вот даже как бы не за один день решается. Это все равно у каждого футболиста есть агенты. Это не так легко сейчас договориться с футболистами. Вот. Потому что у них большие запросы. Поэтому мы будем стараться. Первая тренировка будет 23 числа. Здесь двухнедельный сбор будет. Потом выходные дня 3. И потом на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Планируем так. Ну, там уже 14 или 16 дней. За это время там хотим сыграть 4 игры. Вот. Если все будет нормально, все по плану. Одна игра уже точно есть. Это 23 февраля с Факелом Воронежем. Последние годы Истиклал часто играл с 5 защитниками. Как мы знаем, у каждого тренера есть свой почерк, своя философия. Как вы думаете, в ближайшем будущем под вашим руководством, какую конкретную схему будет играть Истиклал и какая будет, в общем, ваша философия для игры Истиклал? Мы с Юрием Михайловичем обсуждали, пока летели сюда в самолете. Вот. Но это понятно, что на одной схеме далеко не выйдешь. Потому что там разные соперники, там не только ты можешь от себя играть, в некоторых играх надо еще играть от мастерства соперника. Поэтому ну, минимум 2 схемы команда должна уметь играть. 2 схемы. Поэтому такой нет задачи конкретно команду наигрывать на одну схему. Там, в 3 защитника центральных. Но я люблю и в 3 центральных играть, и в 4. Там. Еще, в общем, атакующий стиль. Потому что некоторые тренеры часто делают акцент на защиту. Поэтому. Ну, в каких командах, вот я в Химках последний год работал, да, мы играли больше от защиты. Но это еще зависит от подбора игроков, которые у тебя в команде. Надо как бы смотреть на лучшие качества футболистов, чтобы они развивались как футболисты в будущем, чтобы это приносило пользу команде, конкретно решать какие-то задачи. Вопрос такой. Последние годы Истиклал преддверии Лиги чемпионов Азии, то есть начало весны, да, привлекал легионеров. Сейчас у вас достаточно время, потому что в этом году начинаются игры групповые, в сентябре начинается после. То есть зимой трансферное окно заканчивается и приближается летний трансферный сезон. Когда вы хотите привлекать легионеров? В начале сезона или вот когда начинается Лига чемпионов, как раньше Истиклал играл, а потом отпустили этих легионеров после завершения Лиги чемпионов? Первое скажу, что для тренеров много времени никогда не бывает. Вот, это первое. Второе, это понятно, что если чем больше у тренера время, когда уже костяк команды сформирован, это легче намного. Потому что, конечно, у любого тренера хотел бы, чем раньше люди, футболисты приехали, уже команда есть, тогда легче работать. А когда, вот как вы говорите, летом тратится на окно, там останется 1,5-2 месяца. Ну, это тоже будут свои сложности. Вот. Ну, это все поправимо, но сложности будут, потому что время такое большое. Промежуток времени до первой игры. دوستان گرامی با ایگور چرفچنکو و همچنین یوری باتورنکو کامیابی می‌خواهیم که در تاجیکستان فعالیت کاریشان باقرار باشد و می‌گذاریم به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان که سال گذشته تحت رهبری رحمت الله فوزالوف توانستند که با بازی‌های نهایی جام آسیا راه خط گیرند.